Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем нашу серию подкастов. Сильджан Мырза, здравствуйте. Итак, сегодняшняя тема, как вы, наверное, уже поняли, это посвящается повышению антикоррупционной культуры среди жителей города Темиртау. Наш филиал нацелен на повышение и переподготовке государственных служащих. Білімсіз, мәдениетсіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Вот, тәрбиесіз. Имеется в виду здесь... Как вы думаете, ту информацию, которую вы передаете молодежи, оно молодежь их полностью воспринимает, или все-таки из-за того, что они еще не до конца понимают суть и природу коррупции? Скорее всего, молодежь все понимает. Вопрос здесь состоит, насколько мы правильно подаем информацию. Все зависит от правильности подачи информации. Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем нашу серию подкастов, посвященные противодействию и повышению антикоррупционной культуры среди жителей города Темиртау. И сегодня нашим гостем является председатель Общественного совета Караганинской области, а также директор филиала Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан по Караганинской области Байбосынов Серикжан Беркбаевич. Серикжан Мырза, здравствуйте. Итак, сегодняшняя тема, как вы, наверное, уже поняли, это посвящается повышению антикоррупционной культуры среди жителей города Темиртау. И для начала вопрос. Вы являетесь директором филиала. Какие функции она в себе несет? Добрый день. Спасибо за вопрос, спасибо за приглашение. В целом филиал Академии государственного управления является региональным филиалом. В целом наш филиал нацелен на повышение и переподготовке государственных служащих. Поэтому наша самая главная задача Академии – это профессионализация государственного аппарата и выпуск квалифицированных кадров именно для государственного управления. Поэтому здесь на региональном уровне мы ежегодно выпускаем около 2000 государственных служащих, в том числе и впервые принятые государственную службу и продолжающие. Почему? Потому что мир меняется, законодательство меняется, приоритеты государства меняются, поэтому постоянное улучшение, постоянное обновление базы знаний, я думаю, на сегодняшний день остается очень актуальным. Вы сказали, что обучаете будущих государственных служащих и также действующих, да? Подскажите, присутствует ли у вас в программе повышение антикоррупционной культуры? Или если есть, какую долю она занимает? В целом уже давно Академия работает совместно с Агентством противодействия коррупции. Со дня принятый закон 1994 года противодействия коррупции, с того момента по линии Академии всегда в учебные программы включены такие дисциплины, как закон противодействия коррупции, потом в последнее время, согласно принятым концепции противодействия коррупции Казахстана 22-26 год, мы уже сейчас, на сегодняшний день, для государственных служащих внедрили такие дисциплины, как антикоррупционная политика и антикоррупционная культура. И каждый госорган имеет право отдельно заказать такие темы, и в том числе в рамках курса переподготовки мы включили эти дисциплины как обязательный компонент. Понял. А теперь вопрос. Прежде чем преподавать такие специфические дисциплины, понятное дело, нужно где-то самому пройти обучение, получить какой-то опыт, может быть, в работе, может быть, в обучении. Подскажите, проходили ли вы где-то обучение на республиканском или на международном уровнях? Если да, то где? В целом в Академии, конечно, допускаются квалифицированные специалисты, практики. В основном Академия привлекает практических работников, это действующие сотрудники ведомства, это в данном случае профильное ведомство, это
агентство противодействия коррупции, а также ежегодно мы для своих тренеров, для своих лекторов проводим такие TUT-курсы по данной тематике. Я про себя могу сказать, что Академия уже 5-й год мы работаем по стандарту, международному стандарту ISO 37201. Это международный стандарт. Стандарт называется «Противодействию взятничеству». Вот. В рамках внедрения данного стандарта на территории Казахстана еще 5 лет назад пул тренеров был сформирован. Зарубежные партнеры, это канадская организация PCB, они проводили для наших лекторов специальные TUT-курсы. И по окончанию данного курса многие наши коллеги получили сертификаты как внедритель данного стандарта, либо как аудитор, международного аудитора по данному стандарту. Поэтому это был обширный такой содержательный курс. По завершению, у кого будет сертификат, они допускаются уже преподавание именно данного курса антикоррупционная политика, антикоррупционная культура и по комплайенсу. Сейчас вы хорошо знаете, что сейчас везде внедряется институт комплайенс-офицеров. Это очень важный момент, потому что каждая организация должны присутствовать комплайенс-офицеры. К сожалению, это очень большой вопрос. У многих самих организаций еще, к сожалению, надо признать, четкое понимание по функциональной обязанности и так далее по комплайенс-офицеров. Есть очень много вопросов. Поэтому в это направлении Академия тоже ежегодно проводит серию семинаров для того, чтобы у нас сами комплайенс-офицеры имели возможность пройти курсы повышения квалификации. Поэтому в данной ситуации я являюсь международно сертифицированным аудитором по стандарту ISO 37201, стандарт противодействия взятничеству. Поэтому этот сертификат мне дает полное право преподавать, а также участвовать именно по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, оценки рисков и по внедрению целом о систематизации внутренних документов, которые позволяют организациям вести системную работу именно по формированию антикоррупционной культуры и противодействию коррупции. Ну, по анализу и по рискам мы еще вернемся к этой теме, но не отойдя от темы касательно вашего обучения, подскажите, что вы для себя подметили в процессе обучения, что вы больше всего сейчас практикуете в своей работе? Конечно, есть высказывание: обучая кого-то, обучаемся сами. Во время преподавания, во время учебных процессов сам лектор совершенствуется. Общение с аудиторией показывает в последнее время, надо акцентировать именно внимание по отдельным нюансам нынешнего действующего законодательства, а также по данному стандарту. Сейчас Казахстан разработал в этой сфере собственный стандарт, и в том числе это не умаляет возможности международного стандарта. Они друг друга дополняют. В целом этот стандарт, конечно, он не противоречит существующему законодательному акту. Теперь для себя. Я сейчас понимаю, очень в обществе есть неоднозначное понимание, насколько это обучение важны, что это даст людям. Поэтому здесь я бы хотел сказать, что обучение – это очень важная составляющая, элемент. Без обучения старые знания не дают отвечать новым вызовам.
Поэтому мы должны понимать и принять, что необходимость таких обучающих курсов. И в рамках данного курса мы особенно делаем акцент именно определения коррупционных рисков, именно важность формирования антикоррупционной культуры. Почему? Потому что отсутствие культуры в обществе это очень страшно на самом деле. Даже в свое время есть высказывание, цитата великого ученого, да, нашего әлемнің екінші ұстазы атанған бабаларымыздың айтқан сөзі бар ғой, здесь вот высказывание Абу Наср аль-Фараби, да, образование, знания, которые даются людям без культуры, это самый главный враг человечества, да. Білімсіз, мәдениетсіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Вот, тәрбиесіз. Ну, имеется в виду, здесь я имел в виду, что именно культура воспитания, да, да, ценностный подход, это очень важно. Поэтому сейчас, вот, проходя определенный этап, если взять опыт и практика нашего государства, казахстанского опыта и истории становления Казахстана, конечно, первое время мы большой акцент делали именно по борьбе коррупции. Мы все знаем, Казахстан в этом вопросе делает очень много. Законы менялись несколько раз. И сейчас мы очень... борьба никогда не прекращалась. Это постоянный процесс, да. Но один миг мы понимаем, что надо акцентировать внимание именно на предотвращение коррупции. И здесь мы ввели по ним терминология, такие термины, как превенция, да. В рамках вот превентивных мер сейчас именно с агентством противодействия коррупции и совместно с нашей академией большой упор мы делаем именно формирование антикоррупционной культуры, нулевой терпимости. Поэтому в контексте таких вопросов мы особое внимание уделяем именно вот обучению. Обучение – это распространение информации. В рамках вот сам как специалист, как эксперт данной области, я замечаю, многие люди, к сожалению, думают, что для того, чтобы бороться с коррупцией, это нужно на уровне правительства, на уровне министерства это работа. Но простые люди не понимают, что здесь очень важный аспект общества. У населения должно быть жесткое осуждение коррупции. И здесь многие люди думают, что от них ничего не зависит. Когда я встречаюсь с населением в рамках нашего проекта, в рамках обучающего семинара, многие люди часто задают, а как простой человек, простой гражданин Республики Казахстан, от нас разве что-то зависит? Это самый главный вопрос. Вот здесь я бы хотел сказать, я об этом часто говорю, элементарно. Люди должны требовать, вот, например, налоговые органы, всегда информируют, да, требуйте фискальные чеки, когда вы совершаете. Почему? Потому что вот элементарно такие вещи, требования у продавца фискальные чеки, таким образом каждый гражданин Республики Казахстан имеет возможность бороться с коррупцией, сокращение теневой экономики. Теневая экономика – это и есть коррупционная составляющая. Поэтому, когда люди задают такие вопросы, я говорю, всегда есть. И я всегда говорю, отдельные органы самостоятельно бороться им тяжело. Поэтому общество, наше казахстанское общество должны сплотиться и помогать государству побороть этот общественный болезнь, можно сказать. Да? Он тормозит развитие экономики, он разрушает ценность государства, он разрушает некий культурный
в итоге страдает население, страдает целая экономика, страдает государство. Потому что коррупция — это на самом деле это бич современного общества. Поэтому в свое время, когда во власть в Сингапуре, когда приходил Ли Куан Ю, он понимал, что в первую очередь он должен бороться с коррупцией. И очень много книг оставил после себя Ли Куан Ю. И он тогда сказал, у него стоял выбор большой. Он сказал себе, либо я делаю все для того, чтобы стать богатым, и мои родственники были богаты. Либо я делаю все для того, чтобы народ стал богатым, и таким образом наше государство стало богатым, и мы все в итоге становимся богатыми. И он говорит, я выбрал второй путь, я выбрал богатство народа. И в первую очередь он выбрал именно беспощадную борьбу, объявил против коррупции. Вот, поэтому здесь образовательные, такие просветительские проекты, я думаю, должны быть. И каждый госорган должны на это обратить внимание и сотрудничать такими общественными организациями, неправительственными организациями, общественными фондами, ассоциациями. Чем больше народ будет против коррупции, чем больше будет нулевой терпимости у населения, уровень коррупции пропорционально будет сокращаться в наше государство. Серикжан Мырза, вот как вы отметили, в рамках нашего проекта вы проводите информационные встречи с населением города Темиртау. В частности, там есть немалую долю занимает молодежь. Вопрос, как вы воспринимаете то, что точнее наоборот, как вы думаете, ту информацию, которую вы передаете молодежи, молодежь их полностью воспринимает, или все-таки из-за того, что они еще не до конца понимают суть и природу коррупции, все-таки еще не до конца понимают суть этих информационных встреч? Вопрос в том, что здесь, скорее всего, молодежь все понимает. Вопрос здесь состоит, насколько мы правильно подаем информацию. Все зависит от правильности подачи информации. Например, для молодежи неинтересно такие моменты, кого поймали, кого сажали за это преступление и так далее. Но молодежи интересно, если более такой мотивирующая подача, что они должны понимать, что честность, добропорядочность, это дает им большой шанс в будущем стать полноценным гражданином Республики Казахстан, стать человеком, как сказал наш Хакам Абай, полноценным человеком. Поэтому здесь все зависит от подачи материалов. Поэтому здесь, встречая в городе Темиртау различными возрастными категориями, контингент разный, по каждому случаю информацию подается именно нацеленной на возможности и восприятие аудитории. Это очень важно. Поэтому здесь, когда молодежами мы встречаемся, мы в основном делаем контент, чтобы их сегодняшние какие-то цели, планы, мечты, они были безупречны, не связаны с коррупцией. Вот в этом духе мы должны дать им информацию, чтобы они понимали. И молодежь, буквально когда, позапрошлой неделе, когда мы встречались с молодежью, они задавали вопросы, и вопросы были очень актуальны, и они не были связаны с политикой, антикоррупционной политикой, но глубиной души мы понимаем, что молодежь тоже понимает ситуацию. И это очень важно. И в этом
вот таких людей мы сейчас, если мы им даем правильную информацию, показываем правильные примеры, я думаю, что у Казахстана, в том числе и по нашей области, именно если конкретно по городу Темиртау, есть огромный шанс, что будущее поколение будет уже более прагматичный и будет так называемое, будет воспитываться в духе нулевой терпимости к коррупции. Понял. Теперь смотрите, когда мы разговаривали с журналистами, среди журналистов есть такая теория, то, что тем больше ты говоришь о проблеме, тем больше она не решается, а наоборот масштабируется. Отсюда вот вопрос. Мы проводим в месяц не менее 8 встреч среди населения города Темиртау. Это и молодежь, и предприниматели, и госслужащие, и общественники. Да? Согласны ли вы с теорией, то, что тем больше говорить о коррупции, может быть, использовать другие инструменты, но уже не говорить об этом открытую? То есть, если мы будем больше проводить информационные встречи, больше обсуждать это как на уровне города Темиртау, так и на уровне страны, то проблема от этого не решится, а ее станет еще больше, согласно этой теории. Я считаю, эта теория не в данном случае. Почему здесь... Да, я согласен, даже, говорят, сам великий Эйнштейн сказал, да, если мы говорим проблемы, он становится проблемой. Проблема не решается. А если мы на этот несоответствие смотрим как еще нерешенный вопрос, на вопросы всегда найдется ответ. Поэтому, когда люди говорят, да, действительно, мы в последнее время, наверное, из-за большое внимание именно на материальные ценности, и, исходя из этого, мы создаем очень много проблем. И на уровне государства, на уровне региона. Почему? Потому что вот это материальный ценностный подход, он именно порождает проблемы. Люди создают для себя проблемы. А на самом деле надо смотреть на это как временно нерешенный вопрос. И когда мы говорим о коррупции, он не становится больше или меньше. Нету таких конкретных фактов о том, что мы говорим об этом, и они становятся больше. Нет. Здесь вопрос мы сейчас говорим, тем более, когда вот на таких встречах мы не говорим о статистиках, сколько там уровень коррупции и так далее. Статистика вещь хорошая, но есть моменты, статистика, я думаю, больше нужен для исследователей, кто исследует фундаментально с точки зрения науки, для того, чтобы отслеживать и понимать динамику отрицательную или положительную и так далее, для того, чтобы найти решение, используя научный подход. А когда вот простым населением, почему, например, если мы народу говорим, вот у нас большой уровень коррупции, мы действительно, у людей настрой, возможно, он отрицательно повлияет. Ничего не меняется, он еще растет, и мы, возможно, где-то веру потеряем у людей. Или мы говорим, да, у нас уже столько-то процентов снизился и так далее, люди опять подумают, насколько это верная информация и так далее. Поэтому здесь подача очень важна, на мой взгляд. И здесь вопрос в том, что мы не говорим о том, что все плохо или там все хорошо. Здесь подача информации имеет очень важный аспект, большой смысл. Почему? Я всегда об этом говорю, что иногда в обществе есть разные категории людей. Есть люди с высшим образованием, есть люди среднего образования, есть люди, которые переживают, есть люди, которые у них все хорошо, и они к этому вопросу не хотят вмешиваться. Поэтому подача информации должен быть в первую очередь ориентирован на контингент, который мы встречаемся. Поэтому каждый раз мы подбираем информацию, какую информацию надо. И потом вот последние
встречах мы видим, что каждая отрасль интересуется по своим отраслям вопросам. А как если у нас? А как если так? А что об этом говорит закон? И так далее. Очень много вопросов конфликта интересов, очень много вопросов, насколько подарки считаются объектом коррупции и так далее. Такие вопросы. И здесь мы должны четко, ориентируясь на статьи закона, дать людям конкретные ответы, и чтобы они знали. Поэтому здесь я не говорю, что то, что журналисты говорят, он становится больше. Нет. Я считаю, что в данном вопросе мы должны дать людям больше информации. Дать вопросам ответы им. Почему? К сожалению, иногда коррупция совершается от незнания законов. Есть у юристов высказывание: незнание законов не освобождает от ответственности. Иногда чрезмерная боязнь нарушения законов приводит к бездействию ответственных людей. И это порождает несвоевременное решение вопросов населения. Поэтому здесь этот вопрос, я думаю, должны как раз почаще обсуждаться, и разъяснительные такие встречи должны быть больше. Почему? Потому что люди должны понять, что где заканчивается граница данного закона, а где начинается граница ответственности. Вот это очень важный момент. Спасибо за информацию. Теперь вот касательно того, что вы до этого говорили о проведении анализа и нахождении рисков, да? Какие риски, по вашему анализу, вы видите в нынешней антикоррупционной политике страны? Ну или в поведении общественности и так далее? Конечно, риск — это дело благородное, как говорят. Вот, к сожалению, вот когда я встречаюсь с сотрудниками компании, организации, госслужащими и так далее, работниками бюджетной сферы, многие антикоррупционные риски, когда мы говорим о коррупционные риски, они боятся. Они думают, что это вот некий уже совершенный акт, и их будет обвинять. Поэтому здесь мы говорим о том, что риск еще не наступил. А задача предотвратить эти риски. Бюрократия — это создает благоприятные условия для коррупции. Фаворитизм создает благоприятные условия для коррупции. Произвол — это создает благоприятные условия коррупции. А это все это на то пошло, это большие риски. И поэтому для того, чтобы не наступил эти коррупционные риски, мы должны подумать, где у нас большая вероятность развития бюрократии. Это же риск. Заранее предвидеть бюрократические моменты. Надо постараться снизить эти моменты. Где произвол происходит часто? Это риск. Почему? Потому что когда люди, услугополучатели, приходят к услугодателю, и услугодатель создает такой произвол, вовремя не рассматривается вопрос, или, как говорится на языке общества, отфутболивание, люди от безысходности будут искать так называемые помогайки. И здесь еще второй момент, и развивается мошенничество. Поэтому это очень важный момент, риски, и для этого профильным ведомством и целым в рамках реализации антикоррупционной концепции определение рисков, анализ рисков коррупционных — это очень важный момент. Очень важно это делать. Поэтому я всегда говорю, своевременное выявление
возможных коррупционных рисков, это уже 90% результата хорошего. Предотвращение. Да. Потому что ранее, это как в медицине. Если человек вовремя проходит скрининг, вовремя сдает анализы, у человека есть высокая вероятность на раннем этапе увидеть какие-то недуги в своем организме и вовремя предпринять меры. К сожалению, когда люди относятся к своему здоровью, игнорируют такие вещи, как вовремя пройти скрининг, вовремя сдать анализы, для себя провериться. И в итоге человек сталкивается с серьезными болезнями. К сожалению, многие из них мы потеряли. И то же самое, каждая организация должна для себя это, не для госоргана, не государства, а для себя должен делать это, для того, чтобы создать здоровый климат внутри организации и стать неким зеленым организацией. Благополучие каждого сотрудника организации – это гарантия развития организации. А все это происходит благодаря своевременное проведение таких анализов, именно антикоррупционный, внутренний анализ коррупционных рисков. Сержан Ага, напоследок, если бы у вас был выбор, какие рекомендации вы внесли бы в антикоррупционной политике страны? Или какие законы вы внесли бы или поменяли бы у нас в стране? Вопрос в том, что я всегда говорю, по законотворчеству, по качеству принимаемых законов наша республика заходит в лучшие десяток государств. А поэтому сомневаться нет повода. Закон очень отлично написан. Над законами, законодательными актами того же концепции работали специалисты высокого класса. И надо сказать, что сейчас уже Казахстан самостоятельно, без обращения международных экспертов. Это еще раз показывает, что мы растем. Поэтому в данный момент не изменение закона, не изменение данного антикоррупционной политики, а здесь выполнение, реализация. Вот здесь я бы хотел, чтобы активизировать работу. Нет, госорганы этим занимаются, они обязаны этим Каким путем, например? А здесь должен быть каждый человек, когда мы говорим, у нас в стране коррупция, а вместо этого мы должны действовать. От того, что мы говорим халва, от этого во рту слаще не становится, как говорится, да? От того, что мы кричим коррупция, от этого коррупция меньше не становится. Для этого требуются определенные действия. Об этом говорю. Вот люди должны самостоятельно сами изъявить желание повышать свое знание, культуру, помогать формированию именно антикоррупционную культуру. Того же элементарный пример. Каждый человек, если будет относиться серьезно к этому вопросу, например, потребовать чеки. Это же элементарно. А можно кричать сколько угодно. Мы против коррупции, почему в стране коррупция развивается и так далее. Можно кричать достаточно долго. А вместо этого можно действовать. Это элементарная вещь. Потребовать чеки. Удостовериться информацией. А сейчас, к сожалению, в обществе многие люди не фильтруют информацию. Насколько он является первоисточником, насколько это является фактами. Но, к сожалению, есть такие моменты. Поэтому здесь я бы хотел не изменения законов, а именно хотел бы, чтобы призвать и жителей Темиртау, и области, и казахстанцев, чтобы мы в этом вопросе именно как гражданин Казахстана, который переживает за судьбу нашего общего дома Казахстана, активизировать как личность, как человек. То есть не делить функционал на как функционал правительства, народа, а просто В этом делать все от вопросе, себя зависящее. в этом вопросе я бы хотел.
Почему это очень специфический вопрос? Почему? Потому что коррупция коснется всем и везде. И поэтому, как председатель Общественного совета Карагандинской области, общество должен быть, стать наравне с профильным ведомством и бороться каждым шагу, каждом действии, именно формируя нулевую терпимость коррупции. Опять же, на примере того же Сингапура, да, который вот Да. за 30 лет достиг небывалых показателей, как по борьбе с коррупцией, так и в сфере экономического развития. Да, многие люди критикуют, это хорошо. Правильно, должно быть присутствовать критика. Здоровая критика — это тоже очень хорошо. Другое дело, как говорится, критикуй и предлагай. Раз критикуем, надо предложение внести. Вот как член общественного совета, как председатель этой общественной организации, нашими коллегами, в каждом вопросе мы даем свои рекомендации, как на своем уровне. Да, некоторые рекомендации принимаются, некоторые нет, но это действие с нашей стороны. Вот в вопросе противодействия коррупции, чтобы каждый человек действовал, а не только критиковали, а предлагали. Все, рахмет большое, Серикжан Мырза. На этом наша очередная серия подкастов заканчивается. Следующий подкаст у нас выйдут в следующем месяце. Всего доброго. Рахмет.